Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Визит в Абхазию делегации Республики Крым. Встречи с руководством страны. В Абхазию меня позвала совесть. Легендарному полководцу Султану Сосналиеву исполнилось бы 79. Профилактика распространения COVID-19, обновление протоколов лечения в Минздраве обсудили эпидситуацию. Исполнился год со дня вступления в должность президента Абхазии Аслана Бжани. По результатам президентских выборов, состоявшихся 22 марта 2020 года, Аслан Бжани набрал 56,6% голосов избирателей. Первый год президентства Аслана Бжани совпал с пандемией коронавируса. Властям Абхазии пришлось изыскивать немалые дополнительные средства для борьбы с COVID-19. Пандемия негативно сказалась на всех сферах жизни страны, на темпах роста экономики. Однако, несмотря на все сложности, исполнение республиканского бюджета за 2020 год составило 93% от прогнозных показателей. Энергетический кризис в Абхазии значительно осложнил обеспечение населения электричеством. Восстановление энергетической отрасли Абхазии, по подсчетам специалистов, в том числе и российских, потребует до 20 миллиардов рублей. Как и обещал в своей предвыборной программе, президент уделяет большое внимание деятельности правоохранительных органов страны. В 2020 году принята концепция внешней политики Абхазии. Активно развиваются союзнические связи Абхазии и России. За год президентства Аслан Бжани совершил 8 рабочих визитов в Российскую Федерацию. С 21 апреля Аслан Бжани также находится с рабочим визитом в Москве. Состоялись встречи с руководством Росгосстраха, Федерального агентства воздушного транспорта, руководством управления делами президента России. 23 апреля Аслан Бжани встретился с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Казаком. На встрече приняли участие начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов и заместитель министра экономического развития Сергей Назаров. Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, ход реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжани также встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Обсуждалась ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России и Абхазии, а также предпринимаемые профильными ведомствами стран усилия по профилактике COVID-19. Аслан Бжани сообщил о готовности Абхазии обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон. Как отметил глава государства, медицинские учреждения страны готовы в случае необходимости оказать необходимую помощь. Анна Попова сообщила о готовности обсудить представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопрос открытия нового туристического сезона. Президент Абхазии выразил благодарность Роспотребнадзору за оказываемую поддержку в борьбе с коронавирусом. На встрече было отмечено, что между российскими и абхазскими эпидемиологами установлено успешное взаимодействие. Президент Абхазии Аслан Бжани дал интервью информагентству ТАСС. Говоря о предстоящем курортном сезоне, Аслан Бжани отметил, что Абхазия ожидает в этом году большое количество туристов из России и не намерена изменять или усложнять условия въезда в республику. Сейчас многое зависит от тех решений, которые будут принимать российские власти. Мы будем максимально лояльны, сказал президент. Аслан Бжани коснулся темы российско-абхазского военного сотрудничества. Военно-воздушные силы Абхазии нуждаются в обновлении, и республика рассчитывает на помощь России в этом вопросе. Мы ждем поддержки от Российской Федерации, и, скорее всего, эта поддержка будет реализована в ближайшее время, отметил президент. В администрации президента состоялась встреча вице-президента Бадры Гунбас с заместителем председателя Совета министров Республики Крым, постоянным представителем Республики Крым и при президенте России Георгием Мурадовым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и реализации намеченных планов. В ближайшие 3 года будем реализовывать с 22 по 24 план работы, в котором свыше 50 пунктов. Я говорю, что это программа минимум. Даст Бог, сделаем больше, лишь бы нам всякие эпидемии и недоброжелатели не мешали. Конечно. Потому что и то, и другое пока
на свете присутствия. Все обозначенные сферы сотрудничества между Республикой Крым и Абхазией, они, так сказать, обозначены в этих планах работы, в протоколах, которые мы подписали. Они касаются всего. И экономических отношений, и социальных тем, и торговли взаимной, и образования, и культуры, и спорта. И это все, я уверен, будет работать непосредственно на людей. Люди будут на себе чувствовать эти позитивные аспекты нашей совместной работы. Нам очень интересно развивать и обмениваться опытом и в санаторно-курортном деле, в сферах сельского хозяйства. Безусловно, у нас уникальная культура в Абхазии, в Крыму, Конечно. многочисленные наши народы. У нас 173 народа живут. Кроме того, что производить продукты такого содержания планового, укрепили еще и наши добрые личные отношения. В Абхазии вас глубоко уважают, вас ценят за ваш личный вклад. Мы прекрасно помним те времена, когда вы еще в качестве представителя правительства Москвы приезжали сюда, в Абхазию. И, безусловно, те результаты, которые тогда были достигнуты, сегодня отражаются на нашем взаимодействии. Я уверен, вот ваша инициативность, ваш опыт и профессионализм позволят достичь именно тех результатов, на которые мы вместе и рассчитываем. Потому что конечная цель, вы правильно, совершенно верно отметили, это, безусловно, должно отразиться на людях, на гражданах наших стран. Мы наблюдаем, как интенсивно идет взаимодействие между Крымом и Абхазией, и рассчитываем, что и с другими регионами Российской Федерации такого уровня сотрудничества будет налажено. Мы очень рады вас видеть. Я уверен, что и наша абхазская делегация вскоре, так, Даур Владимирович, побывает в Республике Крым. Георгия Мурадова принял премьер-министр Александр Анкваб. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым рассказал главе абхазского правительства об итогах работы межправительственной комиссии, заседанием которой утверждена новая многоотраслевая программа. Стороны намерены осуществлять тесные контакты вне очередных заседаний и реализовывать проекты в дополнение основного плана мероприятий. Я благодарен, что вы нашли время встречи нашей. Уверен был, что обязательно такое время найдется, потому что мы с вами так много вместе провели и времени, и дел сделали хороших дел, да, очень много. Да, спасибо вам большое Очень за дружбу десятилетиями, которая продолжается. Провели все полезные наши дела на благо сотрудничества нашего крымско-абхазского. Наметили долгосрочные, относительно долгосрочные, трехгодичные планы на 22-24 год. Договорились, что мы еще доделать должны в этом году. В этом году мы приглашаем и вас от души на Ялтинский международный экономический форум. Он у нас передвинулся с весны на осень. Мы собираемся проводить очень интересное мероприятие, посвященное памяти наших героев, всех именно наших героев совместных. Это абхазов, которые погибли на территории Республики Крым, Керченской операции. Очень кровопролитная была операция, там абхазский полк воевал. И 22 июня приглашаем вас или делегацию вашу открыть мемориальный знак. Рад вас видеть, прежде всего, Георгий Георгиевич. Точек соприкосновения полезного много. Это и экономика, это и наука, это и образование, это культура, спорт. Есть то, что интересно и крымчанам, и нам. Тем более те сообщения, которые мы получаем по Крыму, видим, что дела идут в Крыму, слава Богу, очень хорошо. Очень много сделано. Дороги, инфраструктура, вода,
другой будет отдых. Нас это очень радует. Мы не видим Крым своим курортным соперником. Наоборот, союзником. Мы будем учиться друг у друга. В Крыму есть свой опыт приема гостей, у нас есть свой опыт приема гостей. Будем друг друга дополнять. Мы за такие отношения. И слава Богу, что вот при вашей прямой поддержке эти отношения закрепляются. Это третья комиссия. Я считаю ее работу плодотворной. Спасибо. Мне понравилось, Спасибо за да, с точки зрения эффективности, да, то, о чем говорили в ведомствах, то, о чем говорили на заседании, это вселяет оптимизм, без которого нам не жить. 23 апреля исполнилось бы 79 лет герою Абхазии, кавалеру ордена Ахтзапша первой степени, государственному и военному деятелю, генерал-лейтенанту Султану Сосналиеву. Памяти генерала наш следующий сюжет. Кадровый офицер Султан Сосналиев был одним из тех, кто в 1992 году сумел преобразовать народное ополчение абхазов в настоящую сильную армию. Прорвавшись через вражеские кордоны, проехав через реку Псоу и Гагру, которая находилась в руках грузинских оккупантов, уже 15 августа 1992 года Султан Сосналиев вместе с группой добровольцев из Северного Кавказа был в Гудаутском штабе рядом с абхазскими товарищами. Позже в интервью Сосналиев скажет: «В Абхазию меня позвала совесть». Посмотрел я сейчас готовность ваших позиций, решимость. Впечатление? Впечатление остается пока тревожное. Но я думаю, свобода Абхазии будет защищена. Кроме того, я хотел бы добавить, что весь черкесский народ будет на вашей стороне. Я не думаю, так оно и должно быть, потому что мы братья. В этом я уверен. И так оно будет. Супруга Султана Асламбековича Любовь Сосналиева в одном из интервью абхазскому телевидению рассказывала, что 14 августа, в день начала войны в Абхазии, Сосналиев очень поздно пришел домой. Быстро поужинав, собрал вещи, прихватил кожаную летнюю куртку и со словами «просто пойду и узнаю, что там», ушел. О том, что Султан в Абхазии в самом горниле войны и уже назначен начальником штаба вооруженных сил Абхазии, жене сообщили родственники, которые услышали новость по радио. Вот он ушел, 12 часов ночи его нету, утра его нету. Я на каждый скрип выглядываю в окно. Потом на второй день уже вечером подошел молодой человек и сказал, что я не беспокоилась, что Султан Асламбекович уехал на совещание в Краснодар. Я спросила, кто-нибудь поехал в Абхазию? А парень был молодой, и он, конечно, мне сразу сказал, что да, в Абхазию поехали наши ребята. Я тогда сказала, не обманывай меня. Тогда он, значит, уехал туда. Ты просто скажи мне, что там на самом деле происходит? Война или просто какие-то столкновения? Он опять растерялся и сказал, по-моему, война. Вот так вот он ушел из дому. Как человек, возглавлявший военный отдел в созданной Конфедерации горских народов Кавказа, Султан Асламбекович, конечно, понимал, что ситуация в Абхазии приближается к открытому вооруженному конфликту. Еще до начала военных действий он бывал в Абхазии, познакомился лично с Владиславом Григорьевичем Ардзинба и даже ездил на приграничную с Грузией реку Ингур, чтобы лично, как профессионал, оценить, идет ли какая-нибудь подготовка с грузинской стороны. Кабардинец Султан Сосналиев по собственной воле оказался рядом с абхазами во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Первым генералом абхазской армии по решению Президиума Верховного Совета Абхазии стал исполняющий обязанности министра обороны Абхазии Султан Сосналиев. Славного сына кабардинского народа, который вместе с нами защищает нашу Родину.
Султан Сосналиев был одним из немногих российских кадровых военных, которые тогда были на стороне абхазских ополченцев. Рядом с ним в Абхазии тоже было не так много профессионалов. В первую очередь это блестящий военный специалист, герой Абхазии генерал Сергей Дбар, а также герой Абхазии генерал-майор Владимир Аршба. Сосналиев возглавил оборонное ведомство воюющей Абхазии в один из сложнейших периодов. Мартовская операция оказалась неудачной. Абхазская сторона понесла огромные потери. Настроение и на фронте, и в тылу были самые горестные. Ближе к лету Султан Сосналиев и Сергей Дбар вместе приступили к разработке июльской наступательной операции по освобождению столицы Абхазии Сухума. Так стратег Султан Сосналиев и тактик Сергей Дбар объединили свои головы и склонились над столом, на котором была разложена карта Абхазии. Июльская операция также оказалась неудачной, но принесла весомые плоды, послужившие опорой для новой наступательной операции. Уже 6 сентября началось решающее наступление абхазских войск на обоих фронтах – Гуместинском и Восточном. Умелые действия генерала Сосналиева по командованию войсками, которые штурмовали Сухум, привели к тому, что 27 сентября 1993 года город был освобожден от грузинских захватчиков, а через 2 дня произошло воссоединение Западного и Восточного фронтов, которые вместе двинулись к государственной границе Абхазии по реке Ингур. Народ с первого дня войны был твердо уверен в той победе, которая наступила и которую мы будем праздновать 30 сентября. О легендарном спокойствии султана Сосналиева особенно красноречиво говорят те, кто когда-либо слышал его голос по военной рации. 12-й. Именно такой позывной был у Сосналиева. В 1996 году султан Сосналиев оставляет военное поприще, казалось бы, окончательно. Он уходит в запас долгое время и живет в Нальчике, пока в 2005 году второй президент Абхазии Сергей Багапш не просит его вновь занять место министра обороны республики. Султан Асламбекович принимает предложение. Он занимает этот пост до 2007 года, а затем снова возвращается в родную Кабарду. Сказать вам огромное спасибо от имени руководства нашей страны за все то добро и душу, которую вы вложили в нас, в нашу республику. Я хочу вам пожелать счастья, удачи. Но одно вы знаете всегда, что у вас в Абхазии очень и очень много друзей и близких людей, которые всегда во всех делах, и дай Господь, чтобы дела были только ради мира и счастья, будут рядом с вами. Пусть мой опыт и знания никогда не пригодятся абхазскому народу, чтобы здесь, на земле Абхазии, процветал мир, благополучие и счастье. Я всегда буду с вами. У каждого добровольца, который по зову сердца прибыл на помощь абхазской армии во время Отечественной войны 1992-1993 годов, своя история. Но всех их объединяло одно – благородство, отвага, решимость, горячее желание с риском для собственной жизни помочь выжить абхазскому народу. Народу, не желавшему никакой войны. Герой Абхазии, генерал-лейтенант Вооруженных сил Республики Абхазия, кавалер высшей государственной награды «Честь и слава» первой степени, славный сын Абхазии и Кабарды султан Сосналиев ушел из жизни в ноябре 2008 года. Его бюст сегодня стоит в центре Сухума в парке боевой славы, там, где похоронены защитники Отечества. Сария Кварацхелия, Абхазское телевидение. В день рождения выдающегося сына кабардинского народа, героя Абхазии султана Сосналиева в парке славы в Сухуме прошла церемония возложения цветов. Актив партии Айтейра и представители благотворительного фонда «Помним» во главе с председателем партии, учредителем и руководителем фонда Леонидом Лакербая почтили память легендарного полководца и возложили цветы к его памятнику. В 2012 году его 70-летие на очень высоком уровне отмечалось и здесь у нас, и в Кабардино-Балкарии. В следующем году будет 80 лет. Я думаю, это дата, которая будет отмечена самым что ни на есть достойным образом. Султан Сосналиев – это тот человек, который уже 15 августа, прорвав грузинский заслон на границе, был в Гудаутах и стал организатором активного сопротивления грузинским воинским формированиям. И наши победы во многом связаны с его именем. И как доброволец, и как видное лицо Конфедерации народов Кавказа, этот человек сделал столько для нашей победы, что, я думаю, говорить об этом можно очень долго.
Но для меня самое главное заключается в том, чтобы имя султана Сосналиева знали все в Абхазии, особенно молодежь, потому что время идет очень быстро. В 23 году будет уже 30 лет завершения войны. Целое поколение сменилось, и нам, живущим сегодня, знающим, кто такой султан Сосналиев, надо сделать все, чтобы его имя было на века. И вот эта маленькая дань памяти этому великому человеку сегодня. За плодотворную деятельность по укреплению российско-абхазских отношений, дружбы и взаимопонимания между народами России и Абхазии Гварами Олегу Алексеевичу, ректору Абхазского государственного университета, объявлена благодарность. Соответствующее распоряжение подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. В Ростове-на-Дону состоялось расширенное заседание Совета Южно-Российской парламентской ассоциации, приуроченное к 20-летию организации. В нем принял участие спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварчи. Темой встречи парламентариев была обозначена реализация послания президента России Федеральному собранию 2021 года с учетом специфики деятельности законодательных органов власти регионов Юга России. Как сообщил член абхазской делегации, руководитель аппарата Народного собрания Вадим Бжаня, перед началом заседания Совета ЮРПА его участники посетили Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Они возложили цветы к мемориалу и осмотрели экспозиции музейного комплекса. В ходе юбилейных мероприятий состоялись рабочие встречи спикера парламента Абхазии Валерия Кварчи со своими коллегами. В частности, Валерий Кварчи обсудил с председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Константиновым вопросы парламентского взаимодействия в рамках развития двустороннего сотрудничества. Валерий Кварчи также встретился с первым заместителем председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николаем Гриценко и дал видеоинтервью средствам массовой информации, освещавшим проходившее мероприятие. Парламент стал ассоциированным членом ЮРПА еще в 2005 году. С тех пор практически наши представители участвуют во всех мероприятиях, заседаниях ЮРПА. Где бы оно ни проходило, эти заседания. Конечно, там обсуждаются экономические, политические, социальные, всякие, много вопросов на протяжении всего 20 лет. И мы всегда в курсе всего того, что происходит на юге России. И наше население через нас, и мы их информируем. И сегодня тоже мы являемся участниками этого торжества 20-летия со дня создания ЮРПА. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и директором групп Абхазформации Рустамом Адлиба вопросы реализации правительственных программ в сфере здравоохранения, в том числе по линии обеспечения медикаментами лечебных учреждений страны, специализирующихся на лечении соматических больных, а также заболевших COVID-19. Участники совещания также обсудили проблемные вопросы, а именно медикаментозного обеспечения лечебных учреждений и граждан. Премьер-министр поручил эффективнее координировать взаимоотношения ведомств в части осуществления закупки препаратов и расходных материалов, отслеживать плановое распределение ресурсов по лечебным учреждениям, гибко и оперативно реагировать на дефициты и изменения потребностей. В Министерстве здравоохранения состоялось совещание с участием специалистов ведомства, СЭС, главврачей городских и районных лечебно-профилактических учреждений. Обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране, а также вопросы профилактики распространения коронавирусной инфекции и обновления протоколов лечения. Подробности в репортаже пресс-службы Минздрава. Основное внимание было уделено сразу нескольким главным темам – эпидемиологической ситуации в республике, профилактике распространения коронавирусной инфекции и обновлению протоколов лечения. Прошел год с тех пор, как в Абхазии были выявлены первые заболевшие новой коронавирусной инфекцией. За это время Минздравом, СЭС и профильными подразделениями была проведена эффективная работа по противостоянию пандемии. И, как показало время, вся система здравоохранения республики в этот период в целом работала организованно, хотя и были сбои и некоторые проблемы. Вот этот титанический труд привел нас вот именно к таким хорошим результатам. Это и Министерство здравоохранения,
естественно, как центральный аппарат. Это штаб здесь, когда мы днями и ночами вот здесь сидели, думали, как нам быть и что делать. Организовывали все вот эти вопросы по обеспечению учреждений в условиях закрытых государственных границ, чтобы вы понимали. Более того, было наложено эмбарго на вывоз ряда позиций, медикаментов и расходных материалов, оборудования, которые были такие, как ИВЛ-аппараты, например, и кислородные концентраторы, это и СИЗы. Мы даже не могли купить маски и привезти их, их просто не было. И, кстати говоря, они были запрещены к вывозу. Вы представляете, какие трудности испытывало правительство и Министерство здравоохранения для того, чтобы обеспечить, учреждения были обеспечены всем необходимым. Мы, когда вот этот удар, второй удар, вот с июля месяца у нас практически пошла эпидемия, да, мы были готовы к этому, однозначно подготовлены. До недавнего времени ситуация была, в общем-то, хорошая. Выявляемость заболевания, как и число обращений граждан в медучреждения, снизилась. Об этом говорят цифры. В феврале-марте текущего года в той же Гудаутской больнице на стационарном лечении находилось 15-18 пациентов. На сегодняшний день число больных превышает 40 человек. На сегодняшний день по республике стационарно проходит лечение 106 пациентов. 423 амбулаторно на дому. Была организована маршрутизация пациента. Вы помните, на первых порах это было очень сложно, трудно нам организовать в силу ряда причин, но тем не менее мы это наладили. И маршрутизацию пациентов, и забор биоматериала, и бригады, которые осуществляли, значит, эту работу. По мнению представителей медицинского сообщества, по состоянию на сегодняшний день в Абхазии наблюдается устойчивый рост заболевания. И в первую очередь это связано с несоблюдением введенных в стране ограничительных мер. Медицинские работники справляются с заболеваемостью. Мы, соответственно, каким-то образом локализуем те очаги, которые были, да, начинает сходить на нет, и потом после определенных массовых мероприятий в республике мы опять будем уходить в пике. Это только от того, что наше население начинает расслабляться, начинает верить в то, что их пронесло, что все хорошо, все замечательно. Пройденный год нам дал очень большую, скажем так, подготовку, очень много опыта мы набрались. Но давайте не совершать те же ошибки, что и были в прошлом году. Несмотря на то, что вопросам здравоохранения в стране уделяется первостепенное значение, Гудаутский ковидный центр испытывает ряд проблем. В целом же ситуация, благодаря собственным силам и помощи медиков со всей республики, стабильная. Пациенты ковид-положительные локализованы в инфекционном блоке. Работает инфекционное отделение на 32 койки и работает реанимационное отделение на 15 коек. Все сотрудники, которые работали по всей больнице по красной зоне, сейчас группированы и работают по инфекционному блоку. В основном корпусе у нас переводятся пациенты, которые становятся ковид-отрицательными и проходят долечивание там уже. На втором этаже у нас в данный момент находится 23, было почти 30 больных, которые практически больше половины тяжелого состояния. Двое больных сейчас, находящихся на стационарном лечении в инфекционном отделении, это инсультные больные, лежачие, которые требуют ухода. Министр здравоохранения дал поручение подготовить актуальный скорректированный протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией. Главный терапевт Анжела Арчелия проинформировала министра о том, что абхазские медики уже пользуются ранее утвержденным протоколом Минздрава Абхазии на основе рекомендаций Минздрава России и ВОЗ. И в него будут вноситься изменения в соответствии с существующими на сегодняшний день протоколами лечения. Что касается терапии, она всегда меняется. Мы используем не только опыт российских докторов, но и опыт врачей, работающих в зарубежье.
протоколы ВОЗ в том числе. Что касается вопросов лечения, всегда имеется, потому что заболевание до конца не изучено, и протоколы меняются с каждым днем. И дело в том, что использовалось много препаратов, которые в последующих рекомендациях были запрещены к применению при данном заболевании. В ходе совещания Томас Цахнаки дал еще одно поручение – сформировать сводные медицинские бригады для дежурства в Гудаутском ковидном госпитале. Завершая совещание, медики еще раз заострили внимание на ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Принято решение о мобилизации всех профильных служб и их координации для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией. Медицинское сообщество настоятельно призывает граждан выполнять все рекомендации ограничительного характера, которые направлены в первую очередь на защиту здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции. Следственным управлением Генеральной прокуратуры вынесено постановление об объявлении в розыск бывшего министра по репатриации Беслана Дбар и директора общества с ограниченной ответственностью Ремстрой-2012 Амирана Лакербая. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Уголовное дело в отношении Дбар и Лакербая возбуждено 23 марта. Сухумский городской суд рассмотрел ходатайство Следственного управления Генеральной прокуратуры о временном отстранении Георгия Воуба от занимаемой должности заместителя главного врача республиканской больницы. Согласно постановлению суда, с 21 апреля Георгий Воуба отстранен от занимаемой должности до отмены оснований для ее применения. Настоящее постановление может быть обжаловано в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения. Далее в нашем выпуске оперативная сводка Министерства внутренних дел. Сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел задержан житель города Сухум Циколя Кахабер Илгуджевич, 1989 года рождения. Преступление, в котором подозревается гражданин Циколя, имело место на набережной Махаджиров, когда последний пытался похитить рюкзак с личными вещами потерпевшей, но по независящим от него обстоятельствам не смог довести свой преступный умысел до конца. Скрываясь от преследования, мужчина выбросил похищенное имущество в море. Сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 через часть 3 статьи 29 Уголовного кодекса Республики Абхазия в ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного при обследовании жилища гражданина Циколя сотрудниками милиции обнаружен и изъят пистолет системы Макарова калибра 9 мм, переделанный и захолощенного в боевой. По факту изъятия огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Оба уголовных дела соединены в одно производство. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с отделом уголовного розыска Ачимчирского райотдела и с отделом уголовного розыска Гулырыбского района изъято оружие и боеприпасы. Двое жителей города Сухум следовали на автомобиле и были задержаны на посту ГАИ Кодор. У Ахуба Даура Борисовича, 1988 года рождения, при личном досмотре изъят пистолет модели ПМ, переделанный кустарным способом в боевой с 8 патронами калибра 9 мм, а также снаряженные аналогичными 8 патронами дополнительная обойма. В отношении Даура Ахуба группой дознания отдела внутренних дел по Ачимчирскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов возбуждено и в отношении Габля Бесика Зурабовича, 1982 года рождения, у которого изъят пистолет системы Макарова с 16 патронами калибра 9 мм к нему. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Бесика Габля по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит отдел дознания Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Последний отпущен под подписку о невыезде. Сотрудниками уголовного розыска и участковыми милиционерами Цандрипского отдела милиции УВД по Гагрскому району оперативно раскрыто хищение чужого имущества.
Кража совершена из частного домовладения в поселке Цандрибш, куда злоумышленник проник путем отжатия пластиковой входной двери и похитил электробытовое оборудование на общую сумму порядка 300 тысяч рублей. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками милиции был установлен подозреваемый в совершении данного преступления и задержан житель того же поселка Паразия Тенгиз Джамбулович, 1988 года рождения, который в содеянном сознался. Похищенные, а именно плазменные телевизоры, бытовая и прочая электротехника изъяты. Гражданин Паразия заключен под стражу. Расследование проводит Следственный отдел Управления внутренних дел по Гагрскому району. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики в отношении жителя столицы Хагба Георгия Романовича, 1982 года рождения, у которого в ходе личного досмотра, проведенного в служебном порядке в присутствии понятых, обнаружен и изъят безномерной револьвер кустарного производства с 3 патронами калибра 9 мм к нему. Георгий Хагба отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел дознания Управления внутренних дел по городу Сухум. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного отделом дознания столичного управления внутренних дел по факту хищения чужого имущества из служебного автомобиля посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, припаркованного по Кадурскому шоссе в районе Мока-пляжа. По подозрению в совершенном преступлении задержан житель города Сухум Зарандия Леон Эмзарьевич, 1998 года рождения, который сознался в инкриминируемом деянии. В ходе проверки показаний на месте указал детали совершенного преступления. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска Управления внутренних дел по городу Сухум. На состоявшемся первом заседании депутатов Гудаутского районного собрания председателем был избран Валерий Малия. Его заместителем стал Аляс Кварчеля. Из 29 депутатов нового созыва 20 человек избраны впервые. У памятника неизвестному солдату в Сухуми продолжаются репетиции военного парада, который состоится 9 мая в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Первый заместитель министра обороны Абхазии генерал-полковник Беслан Свижба сообщил, что парадные расчеты готовятся к торжественному мероприятию с марта месяца. Кроме военнослужащих Абхазской армии и 7-й российской военной базы, в параде примут участие офицеры погрануправления ФСБ России в Абхазии, погранотряд службы госбезопасности, а также сотрудники силовых ведомств страны. Не только военнослужащие Министерства обороны Республики Абхазия в пеших колоннах парадного расчета принимают участие 2 пешие колонны от 7-й российской военной базы, 1 пешая колонна от пограничного управления ФСБ России. В связи с организационно-штатными мероприятиями, которые проводятся у нас в Министерстве обороны, в частности, оркестр Министерства обороны будет отсутствовать. На этот раз мы обратились к командующему 49-й армии, чтобы он выделил военный оркестр от 7-й базы. Новое то, что мы хотим 9 мая показать людям, ветеранам Великой Отечественной войны, те, которые здесь вот будут находиться силами военного оркестра 7-й базы, будет показан плац-концерт. Это впервые будет проводиться на этом месте. И также будет проводиться силами Сухумского высшего общевойскового командного училища. В течение 5-7 минут будем показывать элементы слаженности личного состава. В Абхазии с рабочим визитом находится председатель общественной организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Приднестровья Светлана Бичеван. В официальном представительстве ПМР в Республике Абхазия состоялась ее встреча с заместителем председателя Абхазского совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил Заканом Нанба. Стороны обсудили вопросы взаимодействия ветеранских организаций и подписали соглашение о сотрудничестве. В Министерстве туризма началась аттестация экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов по туризму. Прохождение аттестации является обязательным для всех граждан Абхазии, претендующих на осуществление профессиональной деятельности в данной сфере. Ежегодно Министерство по туризму проводит аттестацию экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов по туризму. В прошлом году, к сожалению, мы данное мероприятие не смогли провести из-за известных нам всем вами причин. В этом году мы все делаем в штатном режиме. С сегодняшнего дня начинается аттестация у нас. В аттестации присутствует экспертная комиссия в составе деятелей науки, общественных деятелей, которые сегодня будут аттестовывать тех претендентов, которые хотят стать экскурсоводами у нас.
экскурсоводы у нас делятся на 3 категории. Это первой категории, второй категории и без категории. В этом году, так как положение об аттестации экскурсоводов действует с 2017 года, в этом году у нас будут претенденты, желающие перейти со второй категории на первую категорию. Разница в этих категориях заключается в том, что у кого есть первая категория, они работают без прохождения аттестации 5 лет. У кого вторая категория, работают 3 года без прохождения аттестации. Те, кто попадают в бескатегорийность, они должны проходить аттестацию каждый год в течение 3 лет. Аттестация состоит из 2 этапов. Это первый этап, это тестовый этап. После того, как соискатель пройдет тест, он уже допускается к устной аттестации. Когда будут объявлены итоги? Итоги аттестации будут объявлены после 2-3 дней обработки всех информации и уточнений. Цель проведения аттестации? Цель проведения аттестации – это предоставление более качественной услуги на экскурсионном нашем рынке. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 24 и 25 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье ночью и утром местами возможен туман с моросью. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 16-21. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.